Что-то последнее время здесь люди начали собираться. Здравствуйте. А что здесь происходит? Скажите, пожалуйста, интересно. Да, меня зовут Дауд. А вы снимаете? Да, я снимаю. Вы против? Ну, это для личного блога. Вот. Что здесь происходит? Скажите, пожалуйста. Вот. Очень интересно. Здесь у нас инициативная группа Роберта Ивановича Аршакова. Очень интересно. А могу я, как простой гражданин, зайти к нему сейчас и задать несколько вопросов? Это не проблема, это не только вам, всем можно. Да. Хорошо. А это для личного блога. Проведите меня тогда. Наверху. Я сейчас ему буду задавать такие вопросы неудобные. Посмотрим, как он на них ответит. Это для телевидения или для чего это? Это для личного блога. Иванович, Здравствуйте, Роберт Иванович. Я Дауд Адлиба, веду свой личный блог. Мне стало интересно с вами пообщаться и получить ответы на несколько вопросов. У меня есть такая возможность? Есть, конечно. Здравствуй, садись. Да. Спасибо большое. Спасибо, это Спасибо, что нашли время для нашего разговора. Я могу ответить на твои любые вопросы, какие у тебя есть, пожалуйста. Почему у нас в стране такая большая проблема со светом? Людям это уже надоело просто. Ты совершенно прав. У нас большая действительно проблема со светом. Она у нас последние, можно сказать, 7-8 лет никуда не исчезала. К сожалению, все об этом знали, мы об этом знали, и все наши правительства об этом знали. Но, видно, так было удобно кому-то, но не народу. Вот вы кандидат в президенты. На случай вашей победы сможете ли вы решить проблему со светом? Конечно, мы сможем улучшить ситуацию со светом в стране, сделать ее более стабильной, максимально сделать ее постоянной и непрерывной. Но если мы все вместе будем решать эту проблему, и каждый будет нести ответственность, каждый на своем уровне. Ясно. Уровень коррупции бьет все рекорды. Спасибо. Спасибо. Уровень коррупции в нашей стране бьет все рекорды. Это уже отмечают наши российские партнеры. Как вы собираетесь с этим бороться? Безусловно, как ты сказал, наши друзья, коллеги, россияне, они констатируют такие факты. Но мы тоже это констатировали. А в своей бывшей профессиональной своей работе мы это всегда констатировали. Но, к сожалению, наши власти, видно, это не видели. Правоохранительная система, сколько материалов было направлено, но при этом вы сами знаете, какой результат этих дел. Спасибо. Если вы станете президентом страны, вы поднимете зарплаты людям, которые живут от зарплаты до зарплаты и не могут позволить себе ничего лишнего? Конечно, это сегодня в наше время большая проблема, за исключением некоторых категорий. У нас в стране данный вопрос постоянно зависает, и нет такой тенденции повышения, к сожалению. Я, безусловно, если будет такая возможность дана мне, конечно, задача будет стоять, дать такую тенденцию, чтобы зарплаты у нас в стране, безусловно, росли. Но это зависит от того, как мы сможем быстрее легализовать доходы, пополнить бюджет и, безусловно, конечно, минимизировать и оптимизировать бюджетные расходы страны. Это видео будет смотреть вся страна. Можете ли вы дать клятву о том, что вы весь свой срок президентский, если пройдете, посвятить именно служению народу во благо всего народа, а не в личных интересах? Я понял твой вопрос. Это очень хороший вопрос, правильный вопрос, очень ответственный. Все тайное в любом случае будет явью. От Бога и от Господа мы не спрячемся. Мы можем обманывать друг друга,
говорить ложь в глаза друг другу. Но Всевышний, Господь наш, все видит. Он главный свидетель всех наших деяний. И, безусловно, что бы мы ни делали, мы должны всегда помнить об этом. Даже давая клятву, мы должны помнить о том, что Всевышний это видит. И мы все будем давать ответ перед Ним. И, наконец, что бы вы хотели сказать нашим зрителям и потенциальным избирателям? Какую основную мысль вы хотели бы донести до них? Безусловно, это может быть даже звучать как лозунг. Конечно, хочется сказать коротко. То есть, если мне можно, то вам можно. Если тебе нельзя, и мне нельзя. Роберт Иванович, спасибо большое за теплый прием. Мне было очень приятно. Я желаю вам хорошего дня и успешной работы. Спасибо большое. Мне очень приятно было тебя видеть здесь. Неожиданно, правда, но приятно в любом случае. Спасибо. Всего хорошего вам.